أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة. Азан. Время обеденной молитвы. К новой мечети, построенной в аэропорту Магаз, стекаются как местные жители, так и люди из других районов республики. Мечеть – место богослужения, проповедей и молитв. Здесь правоверные собираются во всех важных случаях, как, например, сегодня. На торжественном открытии мечети присутствуют почетные гости, глава республики Юнусбек Евкуров, старейшины Ингушетии, богословы и главы муниципалитетов. Первым делом собравшиеся совершили коллективную молитву. А глава региона в своем выступлении отметил, возможность возведения новых мечетей Всевышний дает только избранным. قد شوفت دخلتون از میاجک حدی لبوي سبقت كبار ما راح سبق ايش خيشم تها برم دوشان حدي نرجع أقصد بلغو وخجب بحن تدقس ده الحديث بوشن مشلو اسبرم میاجک حدي. Мечеть – это место, где должно укрепляться исламское братство, и все мусульмане должны оживлять такие места своим регулярным присутствием. Но на всякий случай глава региона дал ответственным лицам серьезнейшее поручение – усилить меры по контролю и охране всех мечетей республики. از قطع آخات دیان کردیم. دیگر دیگر خود از مردی که دیگر دالتی داشت دیتادلی. از حد شویانم داغ شول آمدش. دیتادلی. من تایم برگش ملاتیش. از وش آل بخو وش کنترلیشند. از دیتا دقیقا سالش میشه دیالت آمدیه. از بحنده تشباش بود تیخی باش نگاه بحنده زالش اوتیا فدر داشت سن حالش سن آمدیه سن حالش یار محمد دقیق. حسن يا بس مرجك حدا موسى حمد عندز مرج حدا ده وحدا ده موتش ده موج وقت مرجك ده دي بخار دي سنت تعمل ميادي حلقه مرجك حدا نحلقه وغزش حني وعوير حنيك وعوير وقتي بنوير مرجك حدا نغبرك دولش نو دولش دي تي ده انا حنيك مرجك حدا كان مو غاب فادي دي زي الدول محمد شخص Mercikiş dol gideceğiz. Kor az yağış bizi hanalı yurttur imam, azbu yağır. Yurttur imam, mıçı yurt mal dol. Muhajir koalattıldı, ziyah koalattıldı, ziyah koalattıldı. Jammat mercikiş hadadı yurttur imama hoş kılacağız. Жители Сунжи, в свою очередь, горячо поблагодарили главу республики за инициативу по строительству новой мечети, а остальных почетных гостей за участие в открытии священного храма. جاغ ایشدار ایرپورت جاغ دیشدار حنا حواغر دعواغر تجعنا دق عیاق پارت متیگازر لامز اسمت گیوز لامز دیمتیگ چرمزی خود اوز آرار حت واج وسق وزیت نکاتش مو حمدیر تغنى يرتشتدر ایمن اغمتش کی جاغ دیزری ماجیک Далее прихожане мечети возносили молитвы Всевышнему о благополучии и процветании республики, укреплении единства мусульманской уммы, читали маулид, восхваляя пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует.
До этих пор гостям республики и работникам аэропорта приходилось молиться в маленькой комнате. Омовение тоже совершалось в довольно стесненных условиях. А уж выполнить коллективный намаз или же пятничную молитву раньше тут было просто невозможно, так как в одной комнате не вмещались все собравшиеся. Новую мечеть в аэропорту возвели меньше, чем за полгода. В ней предусмотрены все условия. Есть даже комнаты омовения для мужчин и для женщин. Одновременно на коллективный намаз тут могут стать 140 человек. Фасад мечети выполнен в национальном стиле. К примеру, минарет напоминает традиционную ингушскую башню, а большую часть его стен занимают стеклянные витражи, что прибавляет зданию оригинальности. В мечети 3 входа. Центральный парадный и 2 по бокам, которые сначала ведут в комнаты для омовения, а затем уже в молельный зал. Один вход предназначен для мужчин, второй для женщин. Перед нами была поставлена задача построить здесь мечеть, именно при комплексе, аэропортном комплексе. Поэтому поиск идеи был такой, нужно было его вписать в общий архитектурный ансамбль аэропорта, чтобы он не выбивался. И при этом люди, которые, гости приезжают через аэропорт, они выходя из аэропорта, у них должен быть какой-то сложиться стереотип, в том числе и связанный с архитектурой. Поэтому мы постарались сделать некий симбиоз архитектуры аэропорта и нашего, войнахского, ингушского зодчества. Отделка выполнена из гранита. Отделка башен и некоторых элементов именно настоящий природный камень, который вырезался, очень долгая работа была. Сама подготовка материала, это нарезались пласты, потом откалывались по контуру откалывались они формы эти. И в итоге мы подбирали камень именно такой, чтобы он максимально соответствовал тому камню, который применяли наши, предки при строительстве наших средневековых башен. Мечеть построили перед зданием аэровокзала, недалеко от памятника первому герою России Суланбеку Асканову. Ее возведение – длительный и кропотливый труд. Муса Евлоев, владелец строительной фирмы, вложил в строительство Дома Аллаха немало сил, взяв на себя все вопросы по финансированию объекта, и результат превзошел все ожидания. Здание возвели по проекту архитектора Рашида Цурова. Всего на возведение храма и обустройство примыкающей к нему территории потрачено более 15 миллионов рублей, из них 600 тысяч на декоративную подсветку здания, которая станет еще одной изюминкой этого проекта. Кроме этого, была благоустроена близлежащая территория, заасфальтирована подъездная дорога. Мечеть получился очень красивый, всем понравилось, так как здесь в аэропорту у нас не было молитвенной комнаты, и глава, и все, кто дал добро, мне сказали сделать мечеть так, чтобы сочетался с аэропортом Магаз. Получился почти в один, чуть-чуть лучше. Первое, что сделал пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует, после переселения в Медину, это возведение мечети. Магомед Хаджи Албагачиев призвал всех верующих следовать его примеру. ليهم خلري أبي مرو ديا صل مخلص ديا مكر أربع حجات مدينة شعقة أجيا سو دنيا شو بس بدين شو وين مش القبة مجد التدات سو أجيا شعبيش يوم مت مدينة داش واتش أجيا سو بيابهوب شاد في داور ديالش ديا صل مخلص داوي لا أولش مش نبوي يا حجو مجد إزداد سو تاخ مجد فيها شو وين دق حيخم بسمنا وعشقيت لامز دي يقضي عنا ليخ مولماتي أونو تيقظ مسلم دين شادي أنا دين أرادلش تاعي قاستا يمادي مشتتي على شيء يعني هذا وده هنا الريبورتي خماجك مدير يا قد عودوا سق ويت حوار سق صغبت صباج بلي يا حاشل باج بلي شو ليخ من أغز من شبكة شو لام اسمه تيجور لام شو لام دي احتمال خلره ده صوت مسلم هذا. А уже после торжественного открытия молельного дома Муса Евлоев тепло приветствовал всех гостей у себя дома, где за накрытым столом был прочитан маулид, в ходе которого собравшиеся читали суры из священного Корана.
В дружеской беседе с Мусой старейшины и жители села Сурхахи высказали ему слова благодарности за такой значимый подарок. Безусловно, открытие новой мечети – это не только создание комфортных условий для молящихся, но и единение всех верующих мусульман республики. Гости пожелали ему всегда оставаться примером для подрастающего поколения. تولدو قطرونش جولش از مثل اترونش جولش بانخ استيفهم دالدو شاش سيل ياق دالدو هي سدير دقنخ بولش بتخن دبخاب تاق دال الزلدي هنا ايمان دلر داشين بيركتش شيء ديروس قاش از ديال رياس خوش اورا دانا رياس خوش اورا تيبنخ رياس خوش اورا موك رياض خبوش أورا إذا دقيقة تورك إيمان دلش دق محبوسون. Муса, в свою очередь, поблагодарил их за приезд и рассказал, как ему отрадно было видеть их всех в новой мечети, собравшихся на коллективный намаз. Также он отметил, что сейчас представители власти находятся рядом с ними, участвуют в религиозных мероприятиях, помогают в строительстве мечетей. Такое взаимоуважение сближают власть и общество, укрепляют единство в республике. حدلت возможности президент я создам его я завтра с ним поговорю. Он мне через день перезвонит, Муса Мажик хади возможность хайниша. И с того дня 1 июня Бог дабыл бяп 31 кишпар. Biz burada hamdır Mollahçını şey divarsi diyorlar. Mustindик дедуач хедригаса кугат у республики по возможности. Ши возможности что хочу шиварся доллару нас не дал это бокоп. По милости Всевышнего Аллаха, чтение маулита для нашей республики стало доброй традицией. В доме каждого мусульманина проходят религиозные обряды. Многие читают суры из Корана, совершают богоугодные дела. С щедростью раздают пожертвования нуждающимся. Таким образом укрепляются родственные связи и дружеские отношения. Здание, возведенное в рекордные сроки, станет еще одной достопримечательностью и архитектурным украшением Ингушетии, а условия, созданные в этом храме, позволяют его прихожанам чувствовать себя в нем максимально комфортно.